в то время, когда Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям в феврале 2022 года не допускать до соревнований спортсменов Российской Федерации из-за вероломного вторжения России в суверенную Украину, в то время, когда доблестные украинские воины наносят сокрушительное поражение оккупационной армии, представители другого автохтонного кавказского народа, веками борющихся против террористической имперской России, намерены защищать честь Франции на молодежных соревнованиях по борьбе. Я зачитаю. Так, заявка была опубликована на официальном сайте Французской Федерации борьбы ФФЛДА. Так, в заявку сборной Пятой Республики в 6 весовых категориях вошли 6 чеченцев. Адам Бибулатов до 61 килограмма, Хамзат Арсамирзуев 65 килограммов, Мухаммад Амин Сангариев 70 килограммов, Рахим Магомадов 86 килограммов и Адлан Висханов 92 килограмма. Таким образом, сборная Франции будет за сборную Франции по вольной борьбе будут выступать исключительно чеченцы во всех весовых категориях. Несмотря на юный возраст, чеченские борцы являются звездами в своих весовых категориях и жаждут побороться за путевки на Олимпиаду, которая пройдет в Париже в будущем году. Все 6 чеченских спортсменов состоялись в Европе и никогда не выступали за сборную России. Международное чеченское народно-освободительное движение «Единая сила» с чувством глубокой гордости и благодарности поздравляет всех чеченских бойцов, вышедших защищать на этом спортивном соревновании честь Франции. Мы гордимся вами и просим Всевышнего даровать вам успех и победу, хотя и вы и так уже являетесь для нас победителями тем, что прославляете имя своего многострадального народа. Как говорил первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев, нехватка пищи в самой природе не заложена. Нехватка духа – вот это дефицит. Если есть дух, значит войну можно вести 100 тысяч лет. Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы являемся семенами.